Долгожданный забег на полюсе холода совершил в середине января итальянский экстремал Паоло Вентурини. Спортсмен пробежал от Томтора до Эймекона 39 километров при температуре минус 52 градуса. Марафон прошел в рамках проекта «Монстр Мороз». Таким образом, итальянский полицейский осуществил пробег на экстремальном холоде, также испытал современную морозоустойчивую экипировку, созданную итальянскими специалистами. Спортсмен преодолел расстояние всего за 3 часа 54 минуты. В историческом зале Национальной библиотеки Республики на днях состоялась встреча в рамках библиотечного проекта «Интересные люди» с итальянским спортсменом-экстремалом Паоло Вентурини. В ходе встречи Паоло рассказал, какие сложности он испытал во время своего экстремального марафона, какую подготовку он и его команда провели для осуществления этого забега, о своих тренировках и документальном фильме, который его команда сняла в Якутии. Республика Саха-Якутия Гаврил Кирилли. Прежде всего хочу поблагодарить министра внешних связей Республики Саха-Якутия Гаврила Кириллина, che detengono il record del mondo di temperatura del luogo più freddo del pianeta. Моя задача была пробежать от Томтора до Эймекона, соединив эти два населенных пункта, за которыми закрепилось название полюса холода. Два места с такими низкими температурами. Это не просто человек просто для себя бежит, да? Он как посол своей страны. Вне политики с помощью спорта он устанавливает отношения. И действительно, они предлагают тоже побратимские отношения с городом Якутском. Очень хорошо относятся к Якутии. У них телеканал, который имеет аудиторию более 20 миллионов пользователей. Поэтому через это показать нашу республику, культуру, конечно, очень важно. И с другой стороны, для развития туризма необходимо оказание им безопасности. Не дай бог какой-нибудь экстремал где-то потеряется или что-то, это большой имиджевый урон для республики. И служба спасения сопровождала команду. Итальянская команда горячо поблагодарила якутян и всех, кто помог в реализации экстремального забега в Эймеконском Улусе. Наталья Колесова, Илья Жараев. Новый день.